Здравствуйте, наши дорогие ученики! С вами учительница по русскому языку Нургуль Асановна. Мы с вами пройдем интересный урок. Но сначала доставайте учебники, тетради и учебные принадлежности. Теперь записываем сегодняшнюю дату. Сегодняшнее число 7 апреля. Тема нашего урока – первые путешественники в космос. Цели обучения, которым посвящен урок – пересказывать подробно истории, рассказы с целью привлечения внимания слушателя. Использовать глаголы, которые указывают на завершенность действия, его результат, конец действия и его начало. Итак, вспомним, ребята, где находится космодром Байконур? Почему Казахстан называют космической гаванью? На территории какого населенного пункта приземлились космонавты? Задание первое. Прочитай, выучи наизусть. Космонавт. В темном небе звезды светят. Космонавт летит в ракете. День летит и ночь летит, и на землю вниз глядит. Видит сверху он поля, горы, реки и моря. Видит он весь шар земной наш дом родной. Итак, ребята, повторяем. В темном небе звезды светят, космонавт летит в ракете. День летит и ночь летит, и на землю вниз глядит. Видит сверху он поля, горы, реки и моря. Видит он весь шар земной наш дом родной. Теперь задание второе. Запиши, вставь пропущенные буквы, раскрой скобки. Сформулируй вопрос по содержанию текста. Перескажи текст. Обрати внимание на слова, которые указывают на завершенность действия. Итак, 19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». На борту этого корабля было собаки, белка и стрелка. Они были первыми четвероногими космонавтами, которые облетели вокруг Земли и вернулись. Итак, повторяем. 19 августа 1960 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток». На борту этого корабля было собаки, белка и стрелка. Они были первыми четвероногими космонавтами, которые облетели вокруг Земли и вернулись. Задание третье. Послушай. Космонавт надевает особый космический костюм. Это скафандр. Он защищает космонавта. В космосе человек и окружающие предметы теряют вес. Это состояние называется невесомостью. Планеты, спутники, космические корабли имеют свой путь. Этот путь – орбита. В космосе есть космический дом, где работают космонавты. Это орбитальная станция.
Итак, ребята, повторяем. Космонавт надевает особый космический костюм. Это скафандр. Он защищает космонавта. В космосе человек и окружающие предметы теряют вес. Это состояние называется невесомостью. Планеты, спутники, космические корабли имеют свой путь. Этот путь – орбита. В космосе есть космический дом, где работают космонавты. Это орбитальная станция. Запомнили, ребята? Итак, послушай материал и ответь на вопросы. Но сначала запомни и запиши. Скафандр. Невесомость. Орбита. Повторяем. Скафандр. Невесомость. Орбита. Что такое скафандр? Что такое невесомость? Что такое орбита? Что такое орбитальная станция? Дескриптор. Отвечает на поставленные вопросы по тексту полными ответами. Аргументирует ответы, приводит факты из прослушанного текста. Теперь задание 4. Выполни работу самостоятельно. Прочитай текст, определи его тему и основную мысль. Придумай и запиши заголовок к тексту. Итак, начнем. Каждый год 12 апреля жители всех стран мира отмечают День космонавта. Эта дата была установлена после полета в космос первого космонавта с Земли Юрия Алексеевича Гагарина. Первый в мире космический корабль с человеком на борту ворвался в просторы Вселенной с космодрома Байконур. Этот полет длился 108 минут. Корабль за это время выполнил 1 оборот вокруг Земли. Юрий Гагарин облетел нашу планету и увидел, как она прекрасна. Этот полет навсегда изменил жизнь людей и открыл дорогу в космос. Юрий Гагарин стал одним из самых знаменитых людей в мире. Его именем названы города, улицы, кратер на Луне и даже малая планета. Теперь ответь на вопросы по содержанию текста. Когда во всем мире отмечают День космонавтики? Объясни, почему выбрана эта дата? С какого космодрома был осуществлен первый полет в космос? Сколько времени длился этот полет? Почему Юрий Гагарин стал одним из самых знаменитых людей планеты? Теперь прочитайте диалог. Юрий Гагарин подошел к космическому кораблю, в котором он полетит в космос. Перед входом в кабину он снял обувь. Друзья заулыбались и спросили: «Зачем ты снял обувь?» «Корабль – это дом, а перед входом в дом снимать обувь – это серьезно», – ответил Юрий Алексеевич. Итак, ребята, одежда космонавта – скафандр. Его космонавты надевают при запуске и спуске ракеты. Когда
выходит в открытый космос. Корабль пилотировал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Он был первым человеком, который собственными глазами увидел, что Земля действительно круглая, действительно большой частью покрыта водой и действительно великолепна. Итак, вспомните, чему вы научились на этом уроке. Что было для вас сложным, легким в исполнении? Рефлексия на уроке. Я узнал. Я научился. Мне понравилось. Я затруднялся. Мое настроение. Вспомните, чему вы научились на этом уроке. Что было для вас сложным, легким в исполнении? Домашнее задание, учебник. Задание 1. Выучить наизусть. Задание 5. Выпиши выделенные слова. На какой вопрос отмечает выделенные слова? Задание 6. Назови правильный вариант. Итак, ребята, все домашние задания я проверяю. Понятно, ребята? И сделайте мне обратную связь. До свидания, ребята. С вами была ваша учительница Нургуль Асановна. До скорой встречи!